Добрый вечер! Я снова рада приветствовать вас на реалити-шоу «Топ-модель» по-удмуртски. Сегодня долгожданный финал, и мы с вами узнаем, кто же из 10 финалисток получит контракт с самыми крутыми агентствами России. Жюри проекта сегодня не будут голосовать, и никто из девушек больше не покинет проект. По традиции, завершающие выходы девушки готовят и подбирают образы самостоятельно, проявляя креативность, чувство стиля и умение вжиться в образ. Мы очень рады, что проект «Топ-модель» поддержали сеть массажных салонов «Мечта Бьюти» и салон красоты «Коса». Они работали со всеми участницами, делали их более стройными и ухоженными. Наш постоянный партнер, который поддерживает проект, всегда с нами, поддерживает наших участниц. Надежда Журавлева, пожалуйста, «Мечта Бьюти». Надежда, слушайте, но я тут недавно узнал, что вы когда-то тоже принимали участие, были на месте наших девушек, принимали участие и даже выиграли титул «Мисс Ижевска». Это правда? Расскажите. Да, совершенно верно. Добрый вечер всем. Я благодарю Альфреда Зинатуллина и компанию СТС за этот великолепный конкурс, и в том числе Марину, конечно же, потому что те эмоции, которые я сегодня испытываю, и на протяжении уже месяца, я уже со счета сбилась на самом деле, это просто назад в будущее для меня, назад в прошлое, или как там правильно сказать. Вот, эти ощущения просто... Я чувствую, что чувствуют сейчас участницы. Я чувствую и понимаю их, и эти эмоции, они настолько приятные и волнительные, что все эти дни, которые девчонки на проекте, они того стоят на самом деле. Ну и я смотрю на свою дочку, она погружается прямо с головой в мир моделинга, и я думаю, что тоже восходящая звезда. Сегодня я хотела бы отметить 3 девочек, которые участвовали, и мне кажется, что они должны прийти в массажный салон «Мечта Бьюти» и получить удовольствие, снять стресс, который был на конкурсе, а конкурсы — это всегда в первую очередь стресс очень большой. Поэтому сейчас Маша будет вручать подарки, а я буду называть 3 участниц. Так, номер 9, Перевозчикова Арина. Поздравляю. Дальше. Номер 2, Зельда. Номер 13, Баданова Настя. Спасибо большое. И, конечно, благодарность директору «Мечта Бьюти» Надежде. Прошу. Спасибо большое. Спасибо вам, что поддерживаете. Благодарность также вручается салону красоты «Коса» и ее директору Светлане Перпетовой, мастеру своего дела, который помогает девушкам ухаживать за волосами и делать их красивее. Прошу.
Светлана, вот будут ли у вас какие-то пожелания всем участницам? Прошу. Вы знаете, на самом деле это очень тяжелый труд. И я как профессионал, парикмахер, я представляю, что творится с волосами в момент подготовки. И поэтому мы можем себе позволить всех участниц, всех 33, пригласить в январе в студию на уникальный уход по восстановлению волос молодо-зелено. Он подойдет всем, даже тем, кто мечтает о волосах. Длинных и красивых. Участниц, там мужчин нет, девушек нет. Всех участниц 33. В студию? Нет, у нас есть шикарные мужские мастера, невероятные, лучшие в городе. Мы специализируемся, ну и коса, потому что мы отращиваем длинные, здоровые, красивые волосы. Мы ждем вас всех, просто нужно сказать, я участник топ-модель по-удмуртски. Вас благодарю за то, что вы поддерживаете такие проекты, это дорого стоит. И, конечно, благодарность вам. Спасибо! А девушек ждет финальный выход. Волнение сейчас на грани. Поэтому подарите им просто сногсшибательные аплодисменты! Это был последний выход участниц на финале проекта «Топ-модель по-удмуртски». И совсем скоро мы получим от жюри оценку профессионализма наших моделей и назовем победительниц, которые в скором времени получат контракты от крупнейших российских агентств на развитие модельной карьеры. Но такой шанс есть не только у наших финалисток. Директор модельного агентства MD Model Management Марина Дегтярева продолжит работу со многими участницами проекта и дарит сертификаты на обучение в модельной студии агентства. Девчонки, сейчас кому-то достанется подарок от самой Марины Дегтяревой. Прошу. Всем доброго дня!
Я бы хотела сегодня отметить прямо сейчас тех девушек, которые не попали в финал, но мне очень хочется с ними поработать. Воронкова Елизавета. Я надеюсь, что ты хочешь стать не только визажистом, что ты продолжишь с нами карьеру модели. Приходи обратно в студию. Новикова Екатерина. Мне нравится эта девушка очень, да, у нее нет опыта, но мы все с тобой изменим к лучшему, да? Сазонова Софья. За эту девушку я не проголосовала в первом отборочном туре. Я ей объяснила почему, потому что да, у нее хороший рост, хорошие данные, но не было развития, мы с ней занимались год, и я понимала, что она на каком-то уровне застряла. И мы решили вот так сделать и, не выгнать, конечно, мы их не выгоняли, просто не проголосовать за нее. Очень нам это тяжело далось, мы все плакали вместе с ней. Но продолжать работать с Софьей мы будем обязательно. И будем видеть, будем наблюдать за тем, как Софья развивается и растет в моделинге дальше. Анастасия Шибанова. Это чудесная девушка, она очень внутренне приятная, добрая, меня она очень зацепила. Необычный образ у нее также, и я уверена, что у Жески найдется очень много фотографов, желающих ее поснимать. Лицо обалденное, работает прекрасно, не хватает немножечко работы с телом. Мы с ней это все разговаривали, поэтому в студии мы будем с ней работать. Перевозчикова Арина. Арина мне понравилась своей фактурой, высокая, статная, ровненькая. Но есть моменты, с которыми надо поработать. Тоже с телом, с движениями, с лицом, с кожей. И побольше опыта, съемок. Мы с тобой все наверстаем. Лера тоже одна из звездочек нашего проекта своей яркостью. И она сейчас сказала нам, что очень хочет поработать, поэтому мы тебя берем. Будем с тобой работать. Поздравляю! Встречаем аплодисментами победительниц проекта «Топ-модель по-удмуртски». Вы не ослышались, эти девушки уже являются обладательницами проекта. Из 100 девушек, пришедших на кастинг, именно они дошли до финала. Ну что, друзья, своих победительниц сейчас назовут все члены жюри. Номер 10. Сделай, пожалуйста, шаг вперед. Софья. С самого начала мы обратили внимание на очень хорошие модельные данные, на очень хорошее лицо. Что я хочу тебе порекомендовать? Тебе нужно постараться быть разной. Ты для меня, как я привыкла вас видеть, ты пока что одинаковая во всех выходах. Такая миленькая, очень хорошенькая. Вот. У тебя прекрасный образ, но модель должна меняться на съемках. И немножечко не хватает тебя. Но твои данные, конечно, это огромный плюс для тебя, у тебя большой очень рост. Вот. Также Рада Алексеева. Также хочу отметить, данные очень хорошие, и твой бонус – это эмоциональность и актерские таланты, которые тебе нужно обязательно развивать. Потому что модели, которые снимаются, например, в Москве в коммерческой рекламе, они должны обладать талантами актрисы. Это очень сложно бывает моделям сниматься в разных роликах и участвовать в кастингах, брать эти кастинги без какой-либо подготовки. Это совет для всех девушек – заниматься актерским мастерством, чтобы вы могли перевоплощаться и перед камерой фотографа, и перед камерой видеографа. И третья девушка – Тарасова Варвара. От Варвары немножко подвижности мне не хватило. Есть над чем работать нам с тобой. Я также хочу, в общем, вас троих обязательно видеть в студии, мы лично поработаем с вами.
Вот, у вас у всех троих, на мой взгляд, хорошее, очень большое будущее. Естественно, у всей десятки однозначно. Кто-то у меня уже занимается, и поэтому я называю тех, кого приглашаю, вот, кто не был еще у меня. Поаплодируем девочкам. Девочки, дорогие мои, все любимые и все 33 наши, 33 же их, да? 33 наши участницы. Я вам решила всем подарить свой большой 3-часовой мастер-класс по раскрепощению, после которого каждый из вас получит еще плюс 10 студийных фото. Вот такой вот я решила вам сделать. И мы с вами соберемся и зажжем, так сказать. Вот, всех я вас очень люблю, вы у меня самые замечательные, вы все просто прекрасные, просто красивые, индивидуальные и очень-очень любимые. Все, целую. Очень сложно из вас сейчас особенно кого-то выделить, потому что вы уже молодцы, вы уже дошли, вообще все девочки молодцы, что приняли этот вызов, что приняли участие вообще в этой программе. И это круто, что есть такой разброс возрастной, что в 14 лет вы идете и показываете себя миру, что в 23 года вы тоже идете и показываете себя миру, несмотря на то, что есть какие-то предрассудки относительно возраста модели. Это очень круто, это очень здорово бросать вызов каждый раз себе самой, самое важное, да, доказывать, что вы достойная, вы крутая, вы индивидуальная. Я слышала ваши речи, ревела, тут у меня рядом салфеточка, масочка, все как положено. Сложно выбрать и сложно выделить, поэтому я проследила линию, как наши жюри благодарят вас за участие. Я, как спикер, также хочу вас пригласить после новогодних праздников в феврале. Перед 14 февраля я проведу для вас мастер-класс по макияжу, и мы с вами уже изучим другой макияж. Нюд, я как вижу, вы все уже научились рисовать, и вы в этом прекрасны, и он самый естественный для вас, но модель должна меняться и уметь быть разной. Итак, это 15-й номер. Выходить не буду. Расслабляйся. Божечки. Котик, идем. Давай, продолжай развивать свое актерское наполнение. Нырок. В феврале я еще вас всех тоже поздравлю. И 10-й номер. Софья. Вы молодцы, вы очень достойны, что вы держите лицо, несмотря на различные ситуации. Да, я понимаю, что кому-то очень сложно ждать последнего своего слова, когда все девушки говорят, очень сложно поддерживать друг друга. Но вы крутые, вы молодцы, вы с этим безумно классно справляетесь. Нам, я думаю, что тоже есть чему у вас поучиться. Благодарю вас за участие, за такую вашу насыщенную жизнь в эти месяцы. И вы всегда делаете себя лучше. Спасибо вам. Конечно, сегодня такой финал у нас, это больше шоу, наверное, да, чем финал. И хочется сказать, что за время нашего реалити-шоу каждый из вас, каждый из девушек получил какой-то некий момент славы. Момент своего какого-то часа пика или часа X, где они смогли показать, сконцентрироваться, на что они способны, что у них получается, что не получается. Может быть, не все были готовы в тот момент, именно в тот час и в ту секунду. Поэтому всем всего хочется пожелать хорошего, пожелать, чтобы у всех было все хорошо, и чтобы самое главное, когда наступал час X, все были готовы и были неотразимы. Я думаю, у всех участников проекта это все впереди, а этот бесценный опыт, который они получили на этом проекте, он им очень сильно пригодится.
Дарим сертификаты на мастер-класс по изготовлению удмуртских перепечей. Это чтобы вы не забывали, что вы все это из Удмуртии. Да. Дальше также мы дарим куклу скрутковую обережку, которая вам, я так понимаю, что от сглаза вас бережет и сбережет от всяких там темных сил, которые кружат порою вихрем враждебным. Ну вот дальше мы вам дарим всем, вот это уже 33 участницам мы дарим мастер-класс журналистики, совместно с УДГУ мы проведем. Всех мы приглашаем провести прогноз погоды на телеканале на нашем, с выходом в эфир, и также останется на память. Ну, мне выбора не оставили, собственно говоря, поэтому от меня тоже будет мастер-класс. Я еще, правда, не придумала какой, но обязательно придумаю. У вас такие большие шаги в этом деле, что мне хочется, чтобы вы еще быстрее пошли. Поэтому основной мой подарок такой. Но, вернее, нет, не основной. Я, конечно, тоже выделю девчонок, которые мне как бальзам на душу, и которых я вообще просто люблю и боготворю. Но подарок будет один. Итак, мои фавориты – это, конечно же, Софья. Ты большая-большая умничка. Хотя, честно тебе скажу, я тебя на первом кастинге не запомнила. Вообще не запомнила, но ты сделала прям максимальный рывок. Я тебя благодарю. Ну, куда же без Рады, естественно, наша актрисуля. Иногда ты, конечно, очень переигрываешь, но благодаря вот этому своему качеству ты пойдешь далеко. Главное, чтобы ты умела балансировать. И свой главный подарок – шопинг-сопровождение. Та-да-да-дам! Я подарю девочке, которая для меня настолько открылась, даже вообще для меня это очень удивительно. И это Варвара. Варь, ты была, знаешь, как такой цыпленок, очень маленький цыпленок, не оперившийся, и сегодня, увидев твой взгляд, игривый, кокетливый, уверенный, просто ты настолько стала в себе уверена, и я хочу тебе подарить, чтобы ты еще и снаружи была уверена. У меня сертификата нет, я тебя просто одариваю. Спасибо. Ну, во-первых, поздравляю, что вы здесь, что вы стали финалистами. Вы молодцы, вы самые смелые, самые уверенные, самые классные ребятки. Хочется сказать спасибо организаторам, наверное, вообще за этот проект, потому что это достаточно сложно, почти 2 месяца все это выдерживать, организовывать, курировать, и это здорово. Вот спасибо огромное, надеюсь, что мы еще раз тоже будем поддерживать, и если вы решите такое мероприятие проводить. Спасибо всем участницам, кто не испугался, пошел двигаться вперед. Мы же с вами понимаем прекрасно, что могло бы быть 10 тысяч участников, 100 тысяч участников, но их не столько, потому что люди не уверены в себе, ребята боятся сделать лишний шаг. Поэтому то, что вы пришли на кастинг, пришли участвовать, это вообще большая такая заслуга уже. И видите, уже часть людей в финале, и часть будет победителей. Это очень круто. Молодцы, здорово. У нас есть приз зрительских симпатий от команды Парка Фижеска, сертификат в Литуаль. Мы дарим этот сертификат номеру 32 Алине Шаркиной. Спасибо, что... Да, Очень рада вашему преображению. Даже сегодня каждый из вас раскрылась уже с какой-то новой стороны. Для меня, по крайней мере, очень рада вообще тому, какие вы стали.
какие вы перед нами стоите сейчас. И каждый из вас говорит, что вам удалось побороть какие-то свои страхи, стать, ну, хотя бы на чуточку увереннее в себе. Если это так, значит, это все не зря. Вот, девочки, я вас поздравляю, очень горжусь вами. Да. Теперь к делу. Я сама с Модусом уже больше 8 лет работаю. Я считаю, что это одно из самых сильнейших агентств Москвы. Вот, очень рада, что кто-то из вас сегодня присоединится к нашему коллективу. И хочу поздравить Кузнецову Софью и Алексееву Раду. Сделайте шаг вперед. Поздравляю, девочка. Софья и Рада, поздравляем вас! Готовьтесь к международным контрактам. Я же еще от одного агентства хочу назвать фамилию еще одной девочки, которая также подпишет контракт с агентством. Я сегодня представитель еще и агентства Grace Models. Наши партнеры в Москве — это несколько самых крупных агентств. В данном проекте Grace Models и Modus Vivendi являются партнерами по этому проекту, и они наблюдали вас от начала и до конца. Вот. Так вот, не буду вас долго мучить. Хочу пригласить сюда же в первую линию номер 2 Зельду. Это значит, что мы с вами теперь будем очень много общаться. Это значит, что я вам буду рассказывать, как и что будет у вас происходить. И подписание контракта, и общение по FaceTime с агентствами, и контроль вашей поездки в Москву, как вы там будете устраиваться, как вы будете жить первое время, как вы будете решать какие-то бытовые вопросы. Все это я буду, конечно, с вами проходить, потому что вы еще пока новички, вам кажется, что моделинг — это вот то, что было здесь, это вовсе не так. Международный моделинг вообще начинается с Москвы, это совершенно другие кастинги, это больше 300 красавиц, это совершенно по-другому вы себя почувствуете, вы вспомните эти ощущения здесь, потому что будет первое время ощущение сильной неуверенности в себе. Потому что здесь вы такие красотки, вы практически сразу дошли до финала, там все будет по-другому. Но я надеюсь, что первое же время вы впитаете все, вы быстро будете обучаться. Давайте стрессоустойчивости мы с вами здесь уже. Хорошо, Зельда, учимся тому, чтобы воспринимать все очень спокойно и стойко. Отказов будет очень много. Но это такой бизнес, и даже самые известные, крутые модели, они тоже получают отказы. И надо к этому очень ровно относиться. Поэтому этот проект вам дал как раз эту вот силу, которая вам поможет внутри себя бороться с отказами. Не только в моделинге, но и вообще, в принципе, по жизни идти к своей цели. Поздравляю, девчат! Вот и подходит к концу наш проект. Девчонки, ну, Золя, давай поплачь, уже сегодня можно. Пару слов, все получилось. Все получилось, да. Спасибо большое. Ура! Я тоже очень благодарна. Этот проект — это большой толчок вперед, и это точка начала, теперь от которой я пойду все дальше и дальше. Спасибо. Молодец. Мне просто не верится, потому что я была уверена в себе, но когда ты ощущаешь, что все, это как-то мне писать словами. Я хочу поблагодарить каждого из членов жюри, потому что, правда, они нас складывались. Они работали ради работы, потому что они хотели сделать из нас, и они сделали. Потому что кто сейчас тут стоит, кто сидит, они, правда, получили то, что вы хотели в них вложить. Поэтому спасибо огромное. Молодцы! Молодцы! Раз, два, три. Дорогие девушки, мы хотим, чтобы вы были безумно счастливы. Пусть ваши планы, мечты сбываются. Это финал топ-модель по-удмуртски. Мы вас поздравляем! Дорогие зрители, вот и завершился наш проект.
а точнее сказать, первый сезон реалити-шоу «Топ-модель» по-удмуртски. Мы обязательно будем следить за судьбой наших участниц и ждем продолжения проекта во втором сезоне. Смотрите нас на канале СТС Ижевск и в соцсетях проекта «Топ-модель» _Удмуртия.